Посмотреть вживую на игру чемпионки Европы, а то и сыграть вместе с Аминой Анжба мечтает, пожалуй, каждый юный теннисист в Абхазии. Мечта сбылась. Звезда российского тенниса приехала в Сухум после долгого перерыва и с удовольствием согласилась провести мастер-класс для детей, которые больших спортсменов видят только по телевизору. Тут не была очень давно. Последний раз сюда приезжала 4 года назад. Поэтому, как только у меня появилась возможность, я ее сразу же использовала и приехала сюда, чему я очень рада. Меня попросили, и я сразу же согласилась, так как я давно хотела провести мастер-класс. И вот надеюсь, что все пройдет хорошо. В 4 года Амина взяла в руки ракетку и уже тогда поняла, что еще очень долго не расстанется с ней. Девушка очень хорошо помнит это чувство. Мне сразу понравилось, как только я взяла ракетку в руки. Это же все-таки очень интересно, какой-то азарт. Ты бегаешь, отбиваешь мячики. То есть я думаю, что многие дети, которые первый раз берут ракетку в руки, им сразу же начинает нравиться этот спорт. Я думаю, что большинству. И я была в том числе. Как только я взяла ракетку, мне сразу понравилось. И вот по сей день я играю, наслаждаюсь. И это то, ради чего я живу, собственно говоря. Физические данные и техника в теннисе важны, но главное – характер, уверена Амина. Только благодаря спокойному уму, расчету и желанию победить во что бы то ни стало, она добилась победы высокого рейтинга. Вот против украинки Марты Костюк я играла на Ролан-Гарросе. Был очень такой эмоционально тяжелый матч, когда у меня были судороги, я уже не могла бегать по корту, и там вот нужно было включить именно характер. Вот, что у меня, собственно, и получилось, потому что бегать я уже не могла, нужно было как-то дожимать головой психологически, не расстраиваться, а вот стараться сделать все возможное, чтобы выиграть. Когда ты ведешь, допустим, в гейме, когда у тебя матчбол, очень важно сконцентрироваться, потому что многие уже думают, все, я уже выиграла этот матч, а на самом деле нет, нужно играть мяч за мячом, каждый розыгрыш, и никогда ни о чем не думать о том, что ты можешь проиграть или выиграть. Просто нужно находиться здесь и сейчас и вот стараться как-то собираться и играть каждый розыгрыш. Мечта Амины Анжба сыграть с первой ракеткой мира Сереной Уильямс. По словам девушки, шансы есть. Нужен всего-то упорный труд, победы в турнирах высокого уровня и немного удачи на жеребьевке. Ну, так сейчас тяжело посчитать, но нужно выиграть парочку хороших турниров, где будут даваться много очков, и благодаря которым ты сможешь уже играть турниры высокого уровня и, соответственно, будешь соревноваться наравне с этими звездами, которые вот выступают, которых мы видим по телевизору. Но это все не за горами. А для юных спортсменов в Абхазии возможность сыграть на одном корте с Аминой Анжба уже большое счастье. Большинство из них еще ни разу не участвовали в выездных турнирах, и для них заветная мечта отправиться на соревнования хотя бы в Сочи. Хочется, конечно, заниматься лучше и выигрывать там не в Абхазии турниры, а дальше выезжать. Для этих детей теннис – возможность воспитать самые лучшие качества и проявить их на более высоком уровне, и не только в спорте. Ну, то, что здесь сольная игра, и ты играешь 1 на 1, например, то, что здесь, например, тебе никто не может помочь где-то подстраховать. Мне вот этим нравится он. Как любой спорт, теннис развивает физическую форму, а еще закаляет характер. Учит проигрывать и правильно принимать победы. Удовольствие. Во-первых, поддерживаешь физическую форму, бегаешь. Это же тоже как фитнес, потом соревновательный процесс. Хочется выиграть, вот это вот желание победить, оно присутствует. То есть какие-то соревновательные качества. Это все очень немаловажно, и поэтому теннис приносит огромное удовольствие. Игра юных спортсменов с теннисисткой высокого класса – это подарок не только для них, но и возможность для Амины получить эмоции, по которым она соскучилась во время карантина. Ведь соревнования сейчас не проводятся, границы закрыты, мир замер в ожидании. Но теннисистам ждать никак нельзя, живут они только на корте. Марьяна Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ.